Стоит на земле обелиск, единственный в своем роде, символ географического центра Азии. Тува – небольшая горная страна, однако в ней, словно в фокусе, сошлись все природные особенности Сибири и Центральной Азии. Вечные ледники и горные луга, девственной чистоты озера и реки, таежные кедровники, тучные пастбища и сухие ковыльные степи. Здесь, в Туве, родина Енисея. Он является на свет неистовым богатырем Бийхэмом. Чувствуя сразу, что ему тесно в плечах, поток раздвигает каменные тиски саянских отрогов и набирает разбег для долгого и вольного пути. Смотришь на эту землю и, кажется, начинаешь понимать характер и душу тувинца. Один берет от земли ее твердость и силу, и тогда рождаются ловкость, мужество. Другой берет ее чистоту и нежность, и тогда рождаются красота, песня. Природа щедро наделила маленькую Туву удивительной разноликостью жизни. Всего несколько часов пути, и монотонный ритм пустынного каравана сменяет резкий посвист северного ветра в чащобе оленьих рогов. Искрится на солнце целебная ягода облепиха. Несколько часов пути, и уже щекочет ноздри смолистый настой кедрача. Еще перепутье. Лениво пасутся на горных склонах косматые яки, или сарлаки, как их здесь называют. А там, внизу, летит, карахочет кривастая лавина скакунов. Все, что однажды рождается тут, легко дышит,
растет, дает потомство и украшает эту землю. Земля, и на ней человек, извечный человеческий труд. Чем щедрее земля, тем способнее хозяину управиться с делом, тем легче всякому найти себе занятие по душе. Однажды в Туве сошлись пути двух братьев. Би-Хэм, Большой Енисей, и Ка-Хэм, Малый, слились воедино, как мужество и песня, и образовали новый мощный поток – Улуг-Хэм, великую реку Енисей. Перекресток времен и судеб. Там, откуда пошел в свой дальний путь Енисей, где прежде стояла одинокая юрта кочевника, человек поставил город – Кызыл, в переводе с тувинского «красный». Город есть город, но для тувинца, потомка Арата, жизнь которого была вечным скитанием, город — это целый переворот в сознании. Сегодня треть тувинцев, около 60 тысяч, кызылчане. Строители, инженеры, учителя, врачи, водители автобусов. Город обучил их новым профессиям и всему тому, что тянется за оседлой жизнью. Кызыл – столица Тувинской автономной Советской Социалистической Республики. В революционной биографии тувинцев навсегда останется день, когда до истоков могучего Енисея докатился победный призыв октября. С помощью красных партизан в 1921 году трудовые араты изгнали белокитайских интервентов, местных феодалов и создали Тувинскую Народную Республику. В октябре 1944 года Тува была принята в братскую семью советских народов. И могучим эхом пронеслись над Енисеем гордые слова: «Я